Слушайте, вот geçe мысалы музейге барбай тұрып эле бір 3-4 мамындай качки, так сказать, келип алып, жаш министрди коркутуп, значит, директор музейди алып салышты. Силер парламент каякта карап атасыңар? Силерде комитет бар по социальным вопросам. Бир сурап койбойсуңар ошо министрди, вице-премьерди, керек болсо премьер-министрди, эмне себептен, кандай деп? Ну хорошо, вот датчанка какая-то жанага чыгып, ушу секс работницаларды, алардын укуктары жөнүндө мындай ушундай эпатажный формада көрсөтүптүр. Друзья мои, ушу гостиницанын тегерегинде канча ошондой бабочкалар жүрөт, түндүк бабочкалар. Сколько мужиков потешаются в саунах и гостиницах этими девушками дегенде. Вот так они зарабатывают себе на жизнь. Вот так мы тоже, женщины, за них болеем. За то, что вот такая наша жизнь сегодня. Я написала в своей статье, сколько женщин бьют до смерти только в одном Бишкеке 14 вот таких вот кризисных центров. Сколько теперь 15-летних, 12-летних насилуют мужики. Педофилы, их развелось тьма тьмущая. И сколько у нас сегодня мужиков, у которых неизвестно сколько жен, понимаете? И неизвестно в каких целях они их берут, чтобы расписать все, что они наворовали, понимаете? И мы, оказывается, женщины, должны ходить и терпеть, и молчать. Слушайте, это была нормальная, умная, серьезная, глубокая выставка, на которой они никогда туда не заходили. Или музейдің жытын да білмейді, атын да білмейді. О шақта отыралылы, вот, значит, келіп, анан ертесі келіп, қорқытып қойышты, ошо музейдің директорын. Мне вчера в офисе кто-то говорит, ертесі біреу келіп, барыңыр эмтен баштап, жолықсан жүресіңір десе, уже такое время наступает, понимаете? Это что такое вообще? С какой стати кто-то нам чего-то диктует? Понимаете, я не оправдываю, что вот там надо в музей обязательно...